В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Отделение Социального фонда России по Якутии предоставляет более 10 видов поддержки для участников специальной военной операции и их семей, обеспечивая комплексную помощь в различных аспектах жизни. Более подробнее по каждому пункту выплаты льгот мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии: Марина Герман, управляющая отделением Социального фонда России по республике Саха-Якутия. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала расскажите, пожалуйста, какие меры поддержки представляют участникам СВО и членам их семей Социальный фонд России по Якутии? Следует отметить, надо сказать, что в отделении создана комплексная работа, и комплексный подход по сопровождению участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, и их семей. Каждому адресный подход, и в каждой клиентской службе у нас есть отдельное окно, которое занимается именно непосредственно участниками специальной военной операции. Также у нас в фонде защитников Отечества сотрудники находятся на площадке фонда и оказывают консультационную помощь. Конечно же, каждому индивидуальный подход стараемся обеспечить, и адресная помощь как самим участникам, так и семьям. Что касается льгот, которые предоставляются отделением, надо сказать, что это и пенсионные льготы, и ежемесячные денежные выплаты, и ежемесячная денежная компенсация. В общем, все те меры соцподдержки, которые в нашей деятельности присутствуют. Кроме того, семьям, конечно же, также оказывается помощь, поддержка в части пособий семьям с детьми военнослужащих. И, конечно же, имеется ряд мер поддержки это по мобилизованным. То есть их участие тоже здесь принимается во внимание. А так, в целом, конечно же, каждая мера соцподдержки, в большинстве мер наша работа заключается в том, чтобы в проактивном формате по большинству мер назначить без участия военнослужащих. А что по поводу выплат, какие они выплаты предусмотрены именно для ветеранов боевых действий с инвалидностью? С инвалидностью. Вообще в целом участники специальной военной операции, они у нас при получении удостоверения ветерана боевых действий сразу же у нас в проактивном режиме назначается ежемесячная денежная выплата. Размер ее составляет 4582 рубля. И как раз-таки при назначении она формируется в денежном выражении. И набор социальных услуг, поскольку ветеран боевых действий у нас относится к федеральному перечню, и назначается также набор социальных услуг в денежном выражении. Он составляет, набор социальных услуг, 1728. По желанию дальше уже ветеран специальной военной операции, как ветеран боевых действий, может самостоятельно определить набор социальных услуг, получать либо в денежном выражении, продолжать получать, либо получать его в натуральном виде. В набор социальных услуг у нас входит лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения обратно. То есть по заявлению уже ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, может определить, какие меры из набора социальных услуг ему приоритетнее получать. Кроме этого, при получении инвалидности в ходе боевых действий и полученной их травмы, именно военной травмы определяется это медико-социальной экспертизой, к нам поступает информация в проактивном формате, и мы уже назначаем ежемесячную денежную выплату. При получении государственной пенсии по инвалидности через социальный фонд, получают ее лица, которые участвовали в добровольческих формированиях, то там также дополнительно назначается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей. С января этого года у ветеранов специальной военной операции есть возможность пройти бесплатное санаторно-курортное лечение. Один из видов такой комплексной поддержки. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, все верно. В части набора социальных услуг тоже санаторно-курортное лечение есть, но там нужно выбирать, либо деньги, либо набор социальных услуг.
А санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация в центрах реабилитации социального фонда — это отдельная мера поддержки для ребят, которые нуждаются в медицинской реабилитации или санаторно-курортном лечении. Необходимость той или иного вида лечения определяет лечащий врач. И с оформленными документами, справками, либо это выписка, да, по медицинской реабилитации, уже ветеран боевых действий. И следует отметить, что имеет право именно демобилизованный участник специальной военной операции на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации социального фонда. Мы все время делаем на этом акцент, потому что это очень важно. Ну и обратиться с заявлением можно в клиентскую службу для получения этой услуги. Следует отметить, здесь один нюанс есть. То есть, когда подается заявление, участник специальной военной операции, демобилизованный, он получает сразу путевку в центре реабилитации, а проезд оплачивает самостоятельно. И по возвращению сразу же обращается за компенсацией. Компенсируется вся стоимость, потраченная на проезд к месту лечения и обратно. Туда входит и проезд на авиатранспорте, железнодорожном транспорте. Также возможна компенсация, если воспользовался личным автомобилем. А какие вот центры по России имеется в виду? Любой может выбрать или как? Да, приоритетно за нами закреплены 5 центров реабилитации. Это они находятся, самые ближайшие, это в Сибири, Омск, Томская область. Но их у нас вообще в центре центров реабилитации 12. Конечно же, можно по согласованию выбрать любой из центров реабилитации. А как вот заявление подать в центр? Заявление подается в клиентскую службу, либо через портал государственных услуг, заявление и медицинская справка. В случае отсутствия медицинской справки мы можем у медицинской организации, где проходит лечение наш ветеран боевых действий, мы можем запросить эти сведения по закрытым каналам и сформировать уже полностью пакет документов, направить в центр реабилитации. А вот ограничений нет никаких? Вот, или раз в год можно там воспользоваться? Ограничения по санаторно-курортному лечению 1 раз в год, а по медицинской реабилитации неоднократно, можно так сказать. Но еще у нас в приоритете, конечно же, вне очереди идут герои России и инвалиды первой группы. А вот расскажите про обеспечение техническими средствами реабилитации. Если участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, получил увечья, да, с военной травмой, то он имеет право, инвалидность имеет, то инвалид имеет по программе реабилитации, на обеспечение техническими средствами реабилитации. 2 вида обеспечения у нас идет. Это натуральное обеспечение, когда отделение заключает государственный контракт, либо по электронному сертификату обеспечения. Здесь уже сам ветеран может выбрать, каким видом обеспечения обеспечиваются по техническим средствам реабилитации. Но самое важное здесь понимать, что если выбирает электронный сертификат, то обязательно требуется карта МИР, к которой привязывается этот электронный сертификат. И если несколько видов технических средств реабилитации прописано в индивидуальной программе, то на каждый вид средства реабилитации нужно оформлять заявление и оформляется электронный сертификат. Отдельно вот каждое заявление? Да? На каждый вид технического средства реабилитации. Вот, расскажите, пожалуйста, про единовременную выплату на ремонт дома для членов семей военнослужащих. Да, действительно, это такая мера существует, единовременная выплата на ремонт дома для членов семей погибших военнослужащих. Она выплачивается 1 раз в 10 лет. Есть очень строгие установки. Да. Этот дом должен быть индивидуальный частный дом. Он не должен находиться ни в государственном, ни в муниципальном фонде. И
подать право имеют члены семьи военнослужащего, которые погибли при исполнении в период прохождения службы по мобилизации, либо это была служба по контракту, и после исполнения контракта, наступила смерть. Ну и также у нас Росгвардия, да, органы, правоохранительные органы тоже имеют право, вот, члены их семьи. Конечно же, нужны подтверждающие документы, правоустанавливающие документы на дом, ну и также подтверждающие отношение к военнослужащему погибшему. То есть, если это супруга подает, да, ну и еще одно условие, что у них нового брака нет. То есть это вдовы и вдовцы, которые не вступили в новый брак. За вот этот период? Ну, вообще, то есть у них не должно быть нового брака. То есть они являются вдовами и вдовцами. Также имеют право несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, дети, которые обучаются до 23 лет с подтверждающей справкой. Ну и по суду установленные иждивенцы, которые находились на иждивении у военнослужащего. Какие льготы действуют для участников СВО при назначении пенсий? Ну, прежде всего, следует отметить, что у нас период участия в специальной военной операции учитывается в стаж в двойном размере. Это первое. Второе. Пенсионные коэффициенты за период участия в специальной военной операции учитываются в размере 3,6 коэффициент в год. То есть увеличиваются в 2 раза, да, а так у нас 1,8 засчитывается этот период. Ну и, конечно же, есть право на досрочную пенсию, то есть период участия в специальной военной операции учитывается при назначении досрочной пенсии за длительный стаж. То есть на 2 года раньше можно выйти на пенсию. И здесь еще один момент следует учитывать, что в социальный фонд назначает пенсию только участвующим военнослужащим, участвующим в добровольческих формированиях. Все, кто были по мобилизации или по контракту, пенсионное обеспечение назначается Министерством обороны. Отдельно? Отдельно, да. А вот какие меры поддержки предусмотрены для семей участников СВО? Что касается семьям участников специальной военной операции, ну, прежде всего, упрощенное назначение по пособиям на детей. Мы, когда назначаем, когда обращаются за пособием, единым пособием на детей до 3 лет, военнослужащие, которые были мобилизованы, их доходы не учитываются. Всех остальных учитываются, то есть служащие по контракту, там уже учитываются доходы, если идет обращение. Следующая мера поддержки – это единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Здесь идет в размере 42 665 рублей, это единоразовое пособие, ну и применяем районный коэффициент к этой выплате. Ну и также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который проходит военную службу по призыву в размере 18 285 рублей. Также к этой сумме применяется районный коэффициент. Есть ряд льгот, которые, конечно же, мы осуществляем, где уже есть погибшие. Спасибо, Марина Евгеньевна, что сегодня к нам пришли, действительно рассказали важную информацию. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.